Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. И срочное сообщение, срочная просьба. Над котом Фиником нависла угроза быть выброшенным на улицу. Недавно мы его спасли. Я о нем вам рассказывала. Пожалуйста, посмотрите, покажите знакомым, помогите информационно. Мне забирать Финика абсолютно некуда. Кошачьи места переполнены. Вы же видите, я и так вся особачена и окошачена. Очень прошу и надеюсь на вашу помощь. Давайте найдем котейке дом. Если Москва не заберет, то он снова окажется на улице или в подъезде, а из подъезда ему дадут пинок снова на улицу. Как вы помните, женщина, которая взяла его передержать, она взяла его только на несколько дней. Прошла уже неделя, и вот она напоминает, что его надо срочно забирать. Теперь новости о Ланге, о том мальчишке, о котором я рассказывала в прошлом ролике. Девочки забрали Ланга с улицы, устроили на передержку. Ланг нуждается в помощи, непонятно что с лапой, но, видимо, болит сильнее. Он хромает. Друзья, новости о поломанных хвостиках вы узнаете в следующем ролике. Пожалуйста, наберитесь терпения. Сейчас мы не можем о них говорить, и вы поймете, почему. Все расскажем и покажем. Работа ведется. А пока я кричу и прошу вашей помощи, чтобы оплатить билеты и услуги пассажиров. Пожалуйста, помогайте нам. Эта история началась давно. Жил-был бездомный, красивый рыжий песик Батлер. Он переживал предательство хозяина. Это было понятно потому, как он избегал и шарахался от людей. Однажды весной прошлого года его подкормил рабочий со стройки дома. Кинул еду, видимо, поговорил, погладил. В общем, чем-то расположил. И с того дня Бат больше не ушел с этого места. Ревностно охранял стройку, радовался встрече с этим человеком, радовался приходу людей. Он решил, что это теперь его дом. Но пролетело лето, осень, и вдруг он остался снова один. Никто больше не приходил и не кормил, не трепал его густую шерстку и за ушком. Девочки-волонтеры пытались подкармливать,
но тот равнодушно отворачивался от еды. Как он выжил в ту зиму, непонятно. Только пришла весна, и опять закипела работа на стройке. А счастью Бата не было предела. И вот снова строительство закончилось. Рабочие уехали насовсем. Батлер об этом не знает, он продолжает ждать. Только собаки умеют быть такими преданными до самой смерти, ждать и любить. Друзья, жалко этого песика. Каждый день его прожитый настолько однообразный. Он всегда лежит на обочине дороги. Всегда. Около этого бордюра. И всегда в опасности. Он не сходит с этого места. Местные жители его уже знают. Рассказали всю эту нам историю. Кто-то даже жалеет. Но никто его не захотел взять к себе. Никто. Да, нелегко расположить к себе собаку с таким твердым характером. Но именно такие, они самые любящие, самые преданные тому, кто сумеет расположить его сердце. Сейчас Батлер в жутком состоянии, в поникшем. Кожа и кости, одна шерсть. И он не уходит, и все ждет того, кто однажды расположил его к себе, а потом не взял, не забрал, оставил. Обычное дело в Якутске, да и в других городах нашей страны. Друзья, давайте спасать. Вот такой местный Хатико проживает на обочине дороги и ждет своего человека.